Hürmetli tamaşaçılar, malumdir val hukumati guz vayveri kümek rikay, zakonda avaj digişvili rikayçi rayon ehliris habar avaj, ama habardar avun patal, çünkü rayonda ilk olaqtal muçhuldir idara diz Muhman Khanvan. Qeninçi sühbetçini rayon din ahalirin социальный жегеттай хизвай управление din директор Беремов Жавидин Беремович Ян. Садлай суал я час көзгуз ганзова, вуче социальный контракт, яни яшаиштин иqrar. Assalamu alaikum, hürmetli tamaşaçılar. И суал дечна жауап Эльвира Абдурашидовна Гуда урусчалал учизлагать гзав терминар, чина использоваться язык Аллахта вери урусчалали. Зачерчи халкне зе гаурда самокада. Социальный контракт это не так уж давно у нас реализуется как в Республике Дагестан, также у нас в Лиманстарском районе. Социальный контракт, если сказать своими словами, это некий договор или соглашение между государством, то есть управлением социальной защиты населения, и с малоимущей семьей или одиноко проживающим гражданином, где появляются взаимные обязательства между сторонами. Со стороны управления социальной защиты населения обязанность появляется в виде того, что своевременно нужно оплачивать после заключения социального контракта единовременную или ежемесячные выплаты. Перед гражданами появляется обязанность после получения социальной выплаты в соответствии с указанным временем постановления нормативно-правовом акте отчитываться за полученные денежные средства. Ну, социальный контракт – это некий инструмент для выхода из трудной жизненной ситуации малоимущей семьи. Жавидин Беремович и социальный контрактик хихти инсанар акацалан? Конечно, преимущественно право, приоритет у семей с детьми, многодетные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, семьи, находящиеся в социальном опасном положении, а также семьи, кто в результате чрезвычайных событий или стихийных бедствий или несчастных случаев потеряли свое имущество, своих близких, родных, а также неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами. То есть в совокупности все эти семьи, ниже перечисленные мною, у них не должен превышать среднедушевой доход размера прожиточного минимума, установленного по Республике Дагестан. В основном таким категориям мы это выплачиваем, и сами граждане из таких категорий должны обращаться и приходить за указанной помощью. Хихтин рекера кне контракт узово, вахиqa плунин qaдар гузва. Первое – это направление на открытие индивидуального предпринимательства, индивидуальной предпринимательской деятельности. Там выплачивается 250 тысяч рублей. То есть гражданин обращается в управление социальной защиты. Мы комиссионно принимаем решение о заключении социального контракта. После чего данный гражданин из малоимущей семьи зарегистрируется в налоговой инспекции в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Данный документ предоставляется вместе с другим перечнем документов управления социальной защиты населения. И позже принимаем решение о выделении данных денежных средств в размере 250 тысяч рублей. И в свою очередь, после получения денежных средств, появляется обязательство перед гражданином отчитываться за эти денежные средства в установленном законом период сроки. Вот. Второе направление – это открытие личного подсобного хозяйства. То есть это выплата, данная мер с поддержкой выплачивается тем гражданам, малоимущим семьям, у кого имеется возможность в настоящее время открыть и развивать свое личное подсобное хозяйство. То есть этих граждан должны быть свое имущество, то есть домовладение и земельный участок. И дальше они то же самое предоставляют необходимые документы, становятся налоговой инспекцией на учете в качестве самозанятого, и соответствующий перечень документов предоставляется управлению социальной защиты населения. Мы комиссионно принимаем решение о выделении данных денежных средств.
Ну, то же самое, как индивидуальные предприниматели, они после получения 100 тысяч рублей должны отчитываться перед управлением социальной защиты населения. Третье направление – это дается выплата в размере 12 551 рублей на 4 месяца. Это на поиск работы и трудоустройство. После обращения гражданина в управление социальной защиты и после заключения социального контракта соответствующую информацию мы направляем в центры занятости, и они в свою очередь находят этому гражданину соответствующую подходящую работу. И после представления приказа о назначении и табель учета рабочего времени мы выплачиваем всю необходимую сумму по социальному контракту в течение 4 месяцев. Вот. Четвертое направление – это у нас самое удобное, такое легкое направление для жителей нашего района. Это на трудную жизненную ситуацию на инициале, то есть для преодоления трудной жизненной ситуации граждан. Там выплачивается в течение 6 месяцев ежемесячная выплата в размере 12 551 рублей. И за каждый месяц граждане обязаны отчитываться за эту выплату, куда они израсходовали, что куплено. То есть необходимо предоставить подтверждающие документы, чеки, накладные и все остальные документы. То есть эту сумму можно израсходовать на товары повседневного спроса, то есть на продукты питания, на медикаменты, школьные принадлежности. Можно использовать на медицинское, то есть на лечение, на образование. И, то есть все направления и все товары в настоящее время утвержден постановлением правительства Республики Дагестан, те товары, которые необходимо покупать за выделение денежных средств по социальному контракту. Такую же информацию мы тоже доводим до нашего населения, до получателей, они об этом знают. То есть коротко, если вот так объяснить, за эти денежные средства гражданин не имеет права там покупать конфеты, допустим, за 1000-1500 рублей, или там рыбные там изделия, другие продукты, дорогостоящие продукты. То есть весь перечень необходимых товаров у нас это все утвержден, и об этом наши получатели знают. Вот по этим 4 направлениям мы выплачиваем денежные средства. Пул качуна ама яшаиштин иqrar шартар qalis aqutta вурта вучедам. Так, вот в программе все это, конечно, расписано в плане мероприятий, как необходимо использовать данные эти денежные средства. Мы с ними, со всеми гражданами заключаем социальный контракт, им заранее тоже объясняем. И на устную консультацию очень многие приходят, мы им тоже до них доводим, что это строго целевые денежные средства. То есть нужно использовать по целевому расходованию. То есть первоначально нам на единовременную выплату, на получение личного подсобного хозяйства или на открытие индивидуального предпринимательства, или кто имеет статус самозанятого, мы до них доводим, объясняем, что эта выплата они должны использовать по той программе, которую они нам предоставляют. То есть бизнес-план готовить по бизнес-плану. То есть установлено определенное время, которое они должны отчитаться перед управлением социальной защиты. Многие, конечно, когда понимают данную ситуацию, и отказываются, которые не могут отчитываться. Бывают вопросы тоже с теми, которые уже получили денежные средства, и им тяжело отчитаться за это. Поэтому предупреждаем их всех заранее. А так, если не целевое использование данных денежных средств, если они использовали там на другие нужды, другие цели, однозначно эта данная сумма необходимо возвращать. Если сам получатель не намерен это делать, мы даем уведомление, определенные сроки, мы эту выплату у них получаем обратно. А чи районда ялат хайсоз и Иисус хаихти случай архон заталонани?
Таких случаев нет, у нас не было. Конечно, мы и первоначально, когда заключаем социальные контракты, мы комиссионно, мы знаем этих людей, принимаем максимально осторожно такие решения, чтобы мы не попадали в такие случаи. Поэтому все перед нами отчитываются, и мы с ними со всеми работаем. Не только они отчитываются за документы, за накладные, за чеки, за другие подтверждающие документы. Также им необходимо в дальнейшем отчитываться за как эффективно использованы данные денежные средства, и как они налоги оплачивают, и как они вышли из трудножизненной ситуации. Солда солкыз вагил хабар азганзам. Ала тайсуз чез аказал и колгабун хана фес атану птхани сагаз приказ. А учись Иисус Тимохан. Ну, по тому направлению, конечно, лимит этого года это 30, а в прошлом году, да, мы выплачивали 62 нашим малоимущим семьям. Ну, это ежегодно утверждается бюджет, как вы все знаете, исходя из того расчета, какой суммы утвержден данный бюджет, и данные лимиты распределяются по всем муниципальным образованиям и городским округам. И по всем другим направлениям у нас лимит этого года меньше. То есть в прошлом году мы по 4 направлениям выплатили 155 гражданам, то есть малоимущим семьям, а в этом году нам лимит утвержден 138. Вот. Мы, укладываемся в этот лимит, исходя из этого проводим работу с нашим населением. Ну, конечно, жаль, что вот так. Мы сами, конечно, хотели бы, чтобы столько малоимущих людей, малоимущих семей, чтобы им всем это выплатили. Ну, это все рассчитывается, исходя утвержденного бюджета. Жавидин Ибраимович чизавал, через малым тирвал, сятар район вода зур лавиниз, малоимущих и занарова. Хабрика хи категории и санар кто за и социальный контрактик. Да, действительно, вот этот вопрос очень сложный, конечно, и для нас, и для наших специалистов. Вот когда, вот, к примеру, на трудной жизненной ситуации обратились к нам свыше 500 человек в этом году, а цифра установлена, лимит это 30. Вот. Мы эту работу, конечно, провели с начала года. У нас создана комиссия для принятия объективного решения. Эта комиссия, в состав комиссии входит заместитель главы администрации, заместитель начальника управления сельского хозяйства. Дальше входит в состав комиссии все представители социальных служб, общественная палата. Далее мы эту работу, конечно, проводим согласованно с администрацией муниципального образования, сельскими муниципальными образованиями. Вот. В этом году запросили у всех сельских муниципальных образований соответствующие списки, и у нас были люди, которые состояли на учете, у нас и так имеется тоже своя информация, кто самый нуждающийся у нас в районе. И совокупно, согласованно мы все собрали из них выявили сами комиссионно остро нуждающиеся граждане, семьи, и им приняли решение выплачивать им эту социальную помощь. Ну, там они все многодетные семьи, семьи с инвалидами, и в денежном выражении в основном у них не превышает прожиточный минимум, являются все получающие самые низкие доходы на сегодняшний день. Жавидин Ибраимович, ци и об направлении калешейштин и градика шмут кастеваль минфатку чускана. В этом году у нас из имеющихся 138 установленного лимита, этих цифр, уже мы заключили социальные контракты, 71 социальный контракт на сегодняшний день у нас. И кроме того, на комиссию уже поданы документы, порядка 15 граждан. То есть свыше 60% мы уже эту цифру этого года освоили.
уже люди получили денежные выплаты. Ну, дальше будем продолжать принимать заявления, выявлять сами остро нуждающиеся категории. Будем работать совместно с комиссией. Сами тоже мы иногда выезжаем, смотрим, какие жилищно-бытовые условия у самих граждан, фактически на местах, как они проживают. Ну, с учетом всех этих критерий мы принимаем соответствующие решения. Эхермежи солрикая сейчас гуск анхиза и социальный контракт ктуним потака инсанди хи идара дизамфена конжда уч ауна конжда. Это по выбору самого заявителя. Конечно, они имеют право через МФЦ подать документы, имеют право через многофункциональный центр, через госуслуги, а также имеют право обращаться в управление социальной защиты населения. Но социальный контракт заключается, это у нас в управлении социальной защиты населения, совместно комиссионное решение принимает комиссия, с кем мы можем заключить социальный контракт. Жардин Беренович чувствовал кез, час генш доказ и очуховор. Эти люди не каменфят, качуна район или риск вычел сказал. Чувствовал кез не. Телевидение каменфят, качуна зазвучил сказать, че халдез и санрез. Elbette çözne lapraziya eğer tuvişne qani tsamjit kontrakti va a kontraktar hayt voda zor. Чна харса кастез амай мики услуги архиз, амай масса пособий архиз, выплата архиз, вичи положен харса кастез заявительном характере, виридас гуда. Ну, ина достигнула лимит эмилия, хавля за талабда, че халдва, че нуждающиеся и санар терла, сами остро нуждающиеся, в таких случаях, что никак невозможно выйти из трудной жизненной ситуации. Лапчатин халарова хизанар ату хабра брашацаху хабра заявление речу килигда летхода. Вахакне и санрыз мацефер долгозгова за халкари сказай. Качуза пул ама джуабгана казай федеральные республиканские пулари. Хакал харса манатал харса гуза кепектар. Вичи контроль лади, вахта лади, это батаха джуабгана казай. Документ кана казай, харса качуза направление да, хам продукты питания, хам масса качуза обувь, одежда. Вахакне личный подсобное хозяйство хаю патаха хиниз расходзата. Индивидуальное предпринимательство, хадвичи бизнес калетхана, вичи кар калетхана. Хада оборудование качуза, вуч качузата не верит документально подтверждать авуна документы, чекар, накладной арвери. Час хкана газат за гавлялгуза дюза говорду умпатахай санар. Сабязи вахтара и санар фикер за кумати пул, социальной помощи, хака пулун помощи, хамзазат кандичка дез расходи делгана. Но икар иктуш хака талабду дюз говорду ум. Грунилачна икола хик тишкилневата хик илиз акудневата социальное управление защиты директор Нигалас сашмучка долфена ахтанишлем. Чешнее чавай калури жеда садлагай каз икола хиле кунвай Казанбеков Нариман. И касти вичи хизан хун паталди и тимрин клер кледжардай, яни мужской салон акайновай социальный контрактика менфиат качуна. Икола тихгало чун мукувай таниш ханам. Вот Казимбеков Нариман час в теяз, че управление за таном обращаться хана хам малымыши хизан хунит килигна подачная комиссия для решения кабул на социальные контракты пол кавишнях тунц удалзур гану. Вичи документарные вахтуда гакарна геректер чекар накладнояр вахак вичи качунова мебельди в массахте имущество и новое кресло что за козы дозавайде. Вахак на майхте харджуре оборудование равозо, вичи колах тишкилун патаха вичи использоваться. Сяхту чучка дал на тана, генан вичиван хабар, когда доходар хиковата хизади, хик дигишвлер ханата и социальный контракт качула лук. Что за козы на ци помещение кас каждом колах физо сайхте аккуратные помещения. Хакал Нариман, Касуму Чувачна, ама вопрос архабар, когда хада вичин час лгуда,
хихтимен фят ханата качуна социальные контракты планика. Чисто случайно YouTube да лага фалада за социальные контракты бурукурде, те видеороликар, она машит потахатер дизлагата. Живот чиза бредне, лагана, что авады мартели. И просто, честно говоря, было интересно составить вот этот бизнес-план, пойти посмотреть, как лигис жазак лахарен тушне. Ах по фенгила Аллах разихуй ламунат холодил галтнузу, сазайн класса, очень грамотно объяснила и такое приветливое обращение, что действительно захотелось еще раз прийти уже со всеми документами, задан перечень, собрал, еще раз почитал в интернете, что нужно. В Ганах есть заявка, через месяц уже меня одобрили, а еще где-то в течение месяца получил 250 тысяч рублей на карточку и стал закупать оборудование, взял аренду и помещение, подготовил. Ну тут побелка, основное все было аккуратно, воду провел. И заказал уже мебель, кресло, диваны, все это уже сам покупал, выбирал. И чуть-чуть 250 акзов аканду, да, где-то 260 с чем-то вышло. И так, как бы, все нормально. Зуразия, куласа дохода рвага фатагиля. Кто и вахте там, так, в районе там 10 тысяч рублей плюс-минус, вот так выходит, 10, там 12 тысяч рублей. А уже с весны, начиная уже, латкана уже будет побольше, я думаю. А учите ли ралки из Голахта? Читинлер, аватуша, читинлер, сята просто ктю вахте. И шапя лакина, ся клиента темилова. А читинлер аватуша, зе рил набитая, колаха одну замахачка-то становилась. Так, читинлер аватуша, все аккуратно. Даже удобно, оно что, да, мой налог приложение, очень удобно. За налога да регистрировать на хана. И через мой налог приложение клиенты, например, амуна набивать в конце месяца автоматически налог до суммах через Сбербанк платиться и даже санизны фигеры кочма. Колаха ики, ма созенда гей кюмек, конечно, хан учлагата за безработных из физам официально. Ах, присят уже и колахалных и ухту, например, даже гуза айолрис выплаты архаман уже гада креза учлагата кайкасти колахта ухтуда выплаты раньше за гузачение печеха за 10. Ах по хадиках касазу. Сад жозны казами штачках и ухтуда не и чиза гадяна та авто все довольны, все аккуратный салон жудный. Латган может в дальнейшем расширяться уже когда. Учит гена не голкунар. Сара Аллах разихуй кала. Ихтин инсана районда темилтош мадмеселая чавай калурис жеда курхрел ирикай социальный контрактика менфят качунва жахил гада гулялиев Зейнудин Гелин устадвал авай устар вичин умер махачкала шехерда яшемиш ханвай алай вахтунда хай район дез хай хурис хтана халк вичи хазан хун потом займеч угозвай инсан рекай садьян. Гюлалиев Зайнудин, он один из первых обратившихся к нам в управление социальной защиты за получением социальной помощи по социальному контракту. Естественно, семья малоимущая, комиссия приняла решение о выдаче 250 тысяч рублей на осуществление предпринимательской деятельности. Ну, как мы видим, сейчас он приобрел соответствующее оборудование, столярный цех небольшой для себя там дома сделал, и купил вот это оборудование, и, соответственно, отчитался перед управлением социальной защиты населения, предоставил необходимые документы, чеки, квитанции, накладные за все то, которое он тут купил. И дальше продолжает тут работать, изготавливает по заказу, да, как я понял, по заказу, вот столярные вот эти изделия, столярные изделия. Ну, дальше Зайнудин, наверное, сам скажет, как работу он проводит, как налоги оплачивает, как доходы получает и какая польза от этого, да, от полученной выплаты. Да. Спасибо. Ну, этой работой давно хотел заниматься. Вот эти работы, которые делаются, все ручная работа, делаются душою. И, соответственно, помогли тоже социальный контракт заключить. Большое спасибо им. Видим, да, здесь очень много, например, выполненных уже работ. Хотели бы уточнить, это ручная работа. Сколько времени это занимает?
Да, это ручная работа. Из липы дерева, ну, можно из другого дерева, например. Это по желанию клиентов. Это изготавливается, да. Но все эти работы, это ручная работа. Изначально вот такое дерево оно. Я создаю такую форму, вырезаю лобзиком. После него фрезерую вот, эту основу. Потом уже руками ручная работа с намесками этими. Вырезаю и создаются такие формы у нее. Ну, как есть, вам скажу, если захочу, я могу быстрее сделать, но там уже дело художественного решения. Я начинаю сам импровизировать, и время затягивается этим. Ну, за месяц можно, полмесяца вот так. Это вот так. Вот это. Хотели бы уточнить, это что? Это балдахин, это на детскую кровать, она сверху идет, и занавески такие эти. Тоже заказ, да? Да. Исключительно вот это ручная работа, все из дерева, с дизайнерским таким подходом. Когда заказывают люди, мы обговариваем, хотят под свой интерьер дома. И вот такие вот изделия делаем. Раньше такие сложные такие работы не делал. Вот в последнее время захотел такие сложные работы делать. И решил проверить себя в этом. До этого вы где работали? В Махачкале там арендовал помещение. А сколько лет вы уже здесь? Ну, уже 2 года вот так где-то тут. А люди знают? Есть заказ у вас? Есть, да. Заказы есть. Потихоньку люди узнают, заказывают. Вот это заказ, например. Вот на рисунке Это- такие, которые рисуешь. Сперва рисуются эскизы эти, потом уже на дерево переносится вот это, есть процедуры, вот это фрезой обрабатывать, соответственно, станки, которые я купил, помощь от социального контракта, все это приобрел. Я вижу, Вот тут кресло, эти да, вот. кресла Кресло тоже. делаете. Это первое кресло, образец, как бы я сделал. Ну, исходя из этого кресла, может быть, в дальнейшем немножко изменить ее. Так. Вот кресло-качалка тоже, она в процессе, да. Вот это такая капитель тоже обычно ставится эти пилястры, да, на дерево, это на дверь где-то в рамках бывает. Тоже в процессе она. Вот такие дополнительные узоры делаю. Но самое главное здесь, конечно, нарисовать вот этот узор, чтобы она смотрелась в итоге, в конце, чтобы этот вид был. Самое главное вот это. И вот я раньше работал в Махачкале. У меня была мечта приехать в свое родное селение и делать свою работу вот здесь, в селении. Вот социальный контракт заключил, они помогли в этом деле. Вот это большая помощь тоже была от них. И помогли реализовать свою вот эту идею, мечту свою. Вот эту. Я очень рад этому. Thank you.